Здравствуйте. В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Всем миром число жертв катастрофы турецкого Боинга под Бишкеком увеличилось до 38 человек. Помощь поселку пострадавшим жителям оказывают многие государства. Репортаж с места трагедии. Брат мой занимался торговлей на рынке. У него была большая, очень дружная семья. 3 детей у него было. Жена его 4-го вынашивала. Но случилась беда. Взрывоопасное тепло. Власти Казахстана не знают, сколько жилых домов в любую минуту могут взлететь на воздух. Несмотря на опасность, казахстанцы продолжают отапливать квартиры из самодельных котельных. Спецрепортаж Айнур Коскина. Залазили вот так вот. Бабушке 80 лет. Найти любой ценой. Турецкий спецназ нашел и обезвредил гражданина Узбекистана, подозреваемого в совершении терактов в клубе Рейна в новогоднюю ночь в Стамбуле. Самое важное, исполнитель этого чудовищного теракта пойман. Силы, стоящие за ним, тоже будут найдены. Равнение на Поднебесную. В Давосе открылся Всемирный экономический форум. Самым ожидаемым гостем в этом году стал китайский лидер Си Цзиньпин. Глобализация экономики некогда была пещерой с сокровищами, которую Али-Баба нашел в сказке о 1001 ночи. Сегодня в глазах многих это ящик Пандоры. Не рубите деревья. В Ташкенте продолжается вырубка многовековых чинар. Местные жители обречены летом страдать от жары. Тень, которая была от этих деревьев, она была необходима нам, потому что даже родители, дети играют на площадке, нам куда-то встать хоть в холодочек, места совершенно не было. В Бишкеке хоронят жертв авиакатастрофы. Все тела уже опознаны родственниками. Всего в результате падения турецкого грузового самолета погибло 38 человек. Представители авиакомпании My Cargo Airlines, которой и принадлежал лайнер, заявили, что семьи погибших и пострадавшие получат компенсацию. Уже найден один черный ящик, который будут расшифровывать в Москве. По предварительным данным авиакомпании, причина крушения не связана с техническими неполадками. Репортаж Шавката Тургаева. Некоторых жертв трагедии уже сегодня до заката солнца похоронят на этом кладбище. Родственники погибших и добровольцы с самого утра копают могилы. Холод и мерзлая земля сильно тормозят работу, но мужчинам надо закончить вовремя. 6 могил предназначены для родственников Муратбека Токтасунова. В злополучное утро погибла вся семья его родного брата Санджара. 5 человек, включая 3 маленьких детей и жену, которая была на 8-м месяце беременности. Брат мой занимался торговлей на рынке. У него была большая, очень дружная семья. 3 детей у него было. Жена его 4-го вынашивала. Сотрудники Центра судебно-медицинской экспертизы работали всю ночь. Привозили тела и фрагменты тел погибших. Родственники жертв приезжали на опознание. Большинство из них не могли сдержать слез, некоторые теряли сознание. Родственникам погибших мы оказываем психологическую помощь. У сотрудников Центра судмедэкспертизы сейчас много работы, и пока они не успевают. Поэтому мы для родственников жертв организовали горячее питание. По последней информации Минздрава Кыргызстана, тела 34 человек из 37 доставленных опознаны и выданы родственникам для захоронения. Минувшей ночью в Бишкеке развернули масштабную гуманитарную кампанию по оказанию помощи пострадавшим. Организованы пункты приема продуктов питания, теплой одежды, одеял. Тысячи неравнодушных жителей Бишкека несли все самое необходимое до поздней ночи. Это удивительная просто сплоченность кыргызстанцев, бишкекчан, бизнесменов, студентов, которые просто вот сейчас в детском хосписе около 60 человек с обеда работают, принимают звонки, фасуют одежду. Около 20 волонтеров, водители ездят по городу, забирают вещи. Свою работу волонтеры продолжили и на следующий день. Благо, желающих помочь было так много, что людской поток не иссякал больше суток. Мы уже сегодня отправили практически 6 машин вещей. Еще будут машины. Мы знаем, что мы до 12 часов еще будем несколько раз отправлять машины. Приносят даже студенты свои вещи. Казалось бы, очень малообеспеченные слои общества, но приносят даже свои вещи. Делятся своим последним, можно сказать. Не обошлось и без постыдного. На месте трагедии милиция задержала мародера. Мужчина собирал разлетевшийся после крушения самолета груз, мобильные телефоны и другие ценные предметы. Впрочем, этот факт был единичным. Сегодня спасатели и армейские подразделения продолжили расчищать завалы. Были найдены 2 черных ящика, расшифровкой которых и определением причин падения лайнера займется комиссия Международного авиационного комитета.
авиакомитета. Она уже прибыла в Бишкек. Хотя власти страны не исключают, что причиной крушения Боинга могла стать ошибка пилотов. Представитель турецкой авиакомпании «Авиакарго Тюрк» уже заявили, что выплатят родственникам погибших компенсацию. Правительство Кыргызстана выплатит пострадавшим по $1000. Шавкат Тургаев, Азат Антымаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. Пункты сбора помощи семьям погибших и пострадавшим организованы не только в Кыргызстане. Продукты и вещи также собирают в соседнем Казахстане. Сбор гуманитарной помощи организовали алматинские волонтеры. Они обратились к жителям города через социальные сети и спустя сутки уже отправили первую партию помощи в Бишкек. Репортаж Дмитрия Белякова. Это женская обувь. Волонтеры сортируют принесенные алматинцами продукты и вещи уже второй день. Импровизированные склады для сбора гуманитарной помощи пострадавшим при падении Боинга были открыты сразу после появления первых сообщений о катастрофе в СМИ. Члены общественного объединения «Я Алма-Атинец» связались с волонтерами, работающими в соседнем Бишкеке, и составили список вещей первой необходимости. Крупы, не портящиеся продукты, потом вещи теплые, зимние. Также вот памперсы детям. Сообщения о сборе гуманитарной помощи распространяются через социальные сети и мессенджеры. За 2 суток продукты и вещи на пункты сбора принесли уже десятки алматинцев. Екатерина прочитала об акции в Инстаграме и принесла на пункт макароны, тушенку и чай. Вы первый раз участвуете в подобной акции или вы стараетесь постоянно? Нет, первый раз. Почему это вас задело, поскольку что вы пришли? Ну, то, что как бы Киргизстану наши братья, вот, надо им помогать. Сауле работает неподалеку от одного из пунктов сбора. Она принесла теплые вещи для отправки пострадавшим от катастрофы соседям. Не дай бог такое, никому не желаю такое. Пусть будет все живы, здоровы, и всем будет хорошо в этой жизни, чтобы никто ни в чем не нуждался. Собранная гуманитарная помощь вечером отправится в Бишкек. До границы ее довезут алматинцы, а там продукты и вещи встретят активисты из Бишкека, которые доставят ее на пункты раздачи непосредственно рядом с местом катастрофы. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. В Казахстане жители маленьких городков замерзают без отопления. Многоэтажки отапливаются буржуйками и самодельными системами. Централизованные котельные были разрушены еще в начале 90-х годов. И за 25 лет независимости власть так и не обратила внимания на коммунальные страдания простых граждан. Проблему обнажила трагедия в поселке Шахан Карагандинской области. От взрыва котельной, расположенной в подъезде пятиэтажки, погибло 9 человек. Материальную помощь пострадавшим оказывают рядовые казахстанцы. Власть же самоустранилась. Члены правительства даже затрудняются ответить на вопрос, сколько всего домов с буржуйками в стране. О том, как люди выживают в 21 веке. В специальном репортаже Айнур Коскиной. Вдова шахтера, 80-летняя Екатерина Белугина, каждое утро набирает уголь. Когда 30 лет назад получала благоустроенную квартиру в Караганде, она и представить себе не могла, что на склоне лет будет отапливать свою квартиру, как в войну, буржуйкой. Залази вот так вот, бабушке 80 лет. За 40 лет тяжелого труда государство назначило Екатерине Андреевне пенсию в 54 тысячи тенге в месяц. Это чуть больше $163 США. Половину этой суммы она тратит на покупку угля. У нас труба через 2-й этаж проходит. Те тоже возмущаются, то дым к им идет, то еще что-то. Ну а куда деваться? Деваться некуда. Вот так и существуем. Микрорайон Шахтерский на окраине Караганды как будто бы живет в параллельной вселенной. Пока власти Казахстана пытаются войти в 30-ку развитых стран мира, люди мечтают об одном – о тепле в доме. Дорогие мои, так хотим отопления, и все, многие, а все люди страдают. Так что отопление очень нужно. Без этого необходимо. В наше время, в наши годы, это 20 или 21? 21 век. 21 век. Это уже надо кончить с этим. Когда-то в Шахтерском были все блага цивилизации, но после распада Советского Союза жители оказались один на один со своими проблемами.
Котельную эту закрыли. Ее растащили, так сказать, все. Были проведены трубы с ТЭЦ-3. Ну, громадное расстояние, так сказать. Вот, представляете, эти трубы все порезали. И люди с тех пор, вот с 90-х годов, обогреваются как кто сможет. О том, что казахстанцы живут в жутких условиях, в официальной Астане узнали 1 января после взрыва автономной системы отопления в шахтерском поселке Шахан Карагандинской области. Она была установлена в подвале одной из многоэтажек. Погибли 9 человек, 3 из которых дети. Была квартира напротив трехкомнатная. Сейчас заложили кирпичами, ее больше нет. Квартира сына Тамары Кирьяченко расположена в подъезде, где прогремел взрыв. К счастью, из ее близких родственников никто не пострадал. Часов 12, наверное, он пришел. Извините. Мама, я бомж, у меня больше нет дома. Все, что он сказал. Сказал, что дом разрушился. Мы с мужем, конечно, сразу прибежали. Ну, ахнули. Здесь же все знакомые. С 5-го этажа, которые погибли, женщина с ребенком, мы на свадьбе у них гуляли. Все друг друга знали, в принципе. Горе, тяжело, конечно. Спустя неделю уцелевшим жителям предложили заселиться в полуподъезд, но жить в этих квартирах они отказываются. Если власти решили, возможно, там умы великие думали, я не знаю, но лично мы психологически жить здесь не будем однозначно. Семьям погибших и пострадавших от взрыва покупают другие квартиры. Деньги берут из частного благотворительного фонда, созданного сразу же после трагедии. Туда поступают средства от пожертвований сограждан, откликнувшихся на горе соотечественников. Из государственной казны на эти цели не потрачено ни копейки. Материальная помощь, возмещение всех расходов, возмещение ритуальных услуг, все идет с нашего фонда. Шахановцы вспоминают светлые времена, когда в поселке с 30-тысячным населением было централизованное отопление. Но в 90-е, в эпоху приватизации, ее разрушили. Население сократилось в 4 раза, а жители были вынуждены взять ситуацию в свои руки. Так в поселке появились котельные в подвалах. На сегодняшний день их 17, и каждая из них мина замедленного действия. Говорят, вы самовольно их поставили, это неправда. Это неправда. Это все с ведома Акима. И первые осушки, 2 или 3 штуки, поставили их бесплатно. Часть многоэтажек Шахана на печном отоплении, поэтому человек, поднимающийся по лестничным маршам с ведрами угля, будничная картина для этого поселка. Хотим, чтобы последнюю жизнь пожить, мне 71 вот будет в феврале, чтобы было бы тепло, чтобы я пришла тепло, чисто, а то печки топим, грязь, мусор, сажа это же все. После трагедии в Шахан наведывались депутаты парламента. Послушали, покивали головой, но пообещать ничего не смогли. Министр национальной экономики тоже не может сказать, появится ли в Шахане центральное отопление. Даже если муниципальные власти Карагандинской области подадут заявку на финансирование из республиканского бюджета, ее рассмотрят только в следующем году. Представители власти также не могут назвать, в каких городах и сколько конкретно многоэтажек отключены от центрального отопления. Сейчас работа предстоит как раз-таки акимату Карагандинской области с тем, чтобы составить заявку, подготовить ПСД и представить в соответствующем порядке на рассмотрение Министерства экономики, Министерства финансов. После того, как это будет рассмотрено РБК, там и будут результаты. Казахстан готовится к проведению Экспо-2017 под девизом «Энергия будущего». На международной выставке будут представлены разработки в области альтернативных источников энергии. Только за 3 года из бюджета страны на грандиозный проект было потрачено 433 миллиарда тенге. Это порядка 1 миллиарда 300 миллионов долларов США по текущему курсу. Но жителям Шахана, микрорайона Шахтерский и десятков других таких провинциальных городов достается только энергия прошлого. Насчет Экспо я не знаю. Но надо просто, если деньги выделяются, надо строгий контроль. Людям надо, да, котельные, ну как, тем более вот бабушкам. Айнур Коскин, Аганизат Оспанов. Настоящее время. В Ташкенте продолжают рубить вековые деревья. Чинары и дубы спасали жителей узбекской столицы от жары. Но власти, несмотря на недовольство горожан, уничтожают эту зеленую защиту. В одном из спальных районов Ташкента, Юнус-Абаде, на днях началась вырубка платанов. Причем спиливают не под корень, а оставляют стволы высотой 3-4 метра. Городские власти утверждают, что таким образом дерево не уничтожается, а лишь подвергается санитарной обработке.
Как вы видите, деревья росли вдоль тротуаров. Новые ветви появятся через много лет. Жители района не понимают, почему власти уничтожают здоровые деревья. Отношусь к этому отрицательно по той причине, что здесь детская площадка, и, конечно, тень, которая была от этих деревьев, она была необходима нам, потому что даже родители, дети играют на площадке, нам куда-то встать, хоть в холодочек, места совершенно не было. Поэтому нежелательно вот такие. Я понимаю, когда деревья мешают, по окнам там бьют, это можно будет удалять. А вот такие просто жалко. Вырубку деревьев в Ташкенте начали в 2009 году. За это время по всему городу были уничтожены сотни чинар и дубов. Полностью вырублен Ташкентский сквер имени Амира Тимура, где росли деревья, посаженные еще в XIX веке. Причиной вырубки ташкентцы считали нелюбовь к чинарам покойного президента Ислама Каримова, который называл их вредоносными. Но, возможно, эти деревья вырубают для продажи. Чинары являются ценной древесиной, которая используется для изготовления элитной мебели. Далее в программе. Найти любой ценой. Турецкий спецназ нашел и обезвредил гражданина Узбекистана, подозреваемого в совершении теракта в клубе «Рейна» в новогоднюю ночь в Стамбуле. Самое важное, исполнитель этого чудовищного теракта пойман. Силы, стоящие за ним, тоже будут найдены. Равнение на Поднебесную в Давосе открылся Всемирный экономический форум. Самым ожидаемым гостем в этом году стал китайский лидер Си Цзиньпин. Глобализация экономики некогда была пещерой с сокровищами, которую Али-Баба нашел в сказке о 1001 ночи. Сегодня в глазах многих это ящик Пандоры. Задержанный по подозрению в совершении теракта в стамбульском ночном клубе Абдулгадир Машарипов признал свою вину. Он заявил, что совершил теракт от имени Исламского государства. Машарипова задержали в пригороде Стамбула в ходе спецоперации. Он действовал под именем Абу Мухаммед Хорасани. Более 2 недель он скрывался в квартире у знакомого. Установить личность подозреваемого удалось благодаря таксисту, который вез его в ночь теракта из клуба. Пассажир отказался заплатить, но водитель запомнил Машарипова и место, где он высадился. А когда увидел знакомое лицо в новостях, сообщил в полицию. Как стало известно, Машарипов прошел подготовку в Афганистане, а в Турцию прибыл нелегально в январе прошлого года. Вместе с Машариповым были задержаны 4 сообщника. В доме, где они находились, были обнаружены $197 тысяч. Есть еще много деталей, которые я не могу раскрыть, пока идет расследование. Мы поделимся ими, когда придет время. Самое важное, исполнитель этого чудовищного теракта пойман. Силы, стоящие за ним, тоже будут найдены. После задержания Машарипова стамбульская полиция провела рейды еще по 152 адресам, и в результате 50 человек были задержаны. Напомним, что теракт в стамбульском ночном клубе «Рейна» произошел в ночь на 1 января. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата. Погибли 39 человек. Власти Казахстана до последнего времени не знали, когда именно в Астане должна состояться международная конференция по Сирии. В ней должны участвовать как представители режима Башара Асада, так и представители повстанческих движений, а также россияне, турки и иранцы. И вот впервые после заседания правительства Казахстана глава МИДа Кайрат Абдрахманов пролил свет на будущее этой конференции. По его словам, до начала осталось менее недели, однако окончательные даты проведения еще не согласованы со всеми участниками. Пока предлагаю считать рабочей датой этой планируемой встречи 23 января. Все станет известно после того, как инициаторы определятся составом участников и форматом. Предполагаемая встреча в Астане является одним из важных этапов подготовки, в том числе к Женевским переговорам, которые, как известно, намечены на 8 февраля. Никоим образом предполагаемая встреча в Астане не подменяет Женевскую площадку. В швейцарском городе Давос стартовал Всемирный экономический форум. Он проходит под лозунгом «Отзывчивое и ответственное лидерство». Конференцию посетят около 3000 участников из более 100 стран мира. В их числе главы государств, министры и крупные бизнесмены. Форум проходит при повышенных мерах безопасности. Над Давосом закрыто небо для полетов. Некоторые горнолыжные склоны не работают. А за порядком следят 5000 вооруженных охранников. Это в 5 раз больше, чем число местных жителей.
Налогоплательщикам Швейцарии проведение форума обойдется почти в 40 миллионов долларов. Что будут обсуждать участники форума и чей приезд здесь самый ожидаемый, расскажет Екатерина Бучнева. Самым ожидаемым спикером и главным рупором давосских ценностей глобального сотрудничества в этом году стал Си Цзиньпинь. Президент Китая впервые посетил Всемирный экономический форум во главе самой многочисленной в истории делегации из Пекина. Глобализация экономики некогда была пещерой с сокровищами, которую Али-Баба нашел в сказке о 1001 ночи. Сегодня в глазах многих это ящик Пандоры. Глобализация экономики действительно вызвала много новых проблем. Но это не оправдание для того, чтобы ее прекращать. Вместо этого нам следует адаптироваться к экономической глобализации и научиться направлять ее, сглаживать негативные эффекты и распределять выгоды от нее между всеми странами и народами. По опросам экономистов, одна из главных угроз этого года – ухудшение отношений между США и Китаем после избрания в Америке Дональда Трампа. Он неоднократно заявлял о намерении пересмотреть торговые отношения с Пекином. При этом сам Трамп в Давос не приедет. В последний день форума состоится его инаугурация в Вашингтоне. Однако на форуме его вступление в должность – одна из самых обсуждаемых тем. Отказ от трансатлантического торгового партнерства, выход из ВТО, возможное снятие санкций с Россией и многие другие предвыборные угрозы и обещания Трампа поддерживают в Давосе атмосферу неопределенности. Мы встречаемся во время большой неразберихи. Перед нами много-много вопросов, и мы должны найти решение проблем, ставших истоками этого беспокойства. Я ожидаю очень деятельных и конструктивных решений. Остались дома в этом году и многие другие мировые лидеры. Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Италии Паоло Джентилони и канадский премьер Джастин Трюдо. Проигнорирует Давос и Владимир Путин. Он посещал форум лишь однажды в 2009 году. На этот раз российскую делегацию из Москвы возглавит вице-премьер Игорь Шувалов. Мы видим тренд на протекционизм, но с нашей точки зрения необходима сильная позиция по вопросам глобальной торговли, открытым рынкам, справедливой конкуренции. Это было решением, выигрышным для всего мира в прошлом, и в будущем глобализация будет еще больше влиять на экономику. Если политики будут фокусироваться только на внутренних проблемах, то глобализация бизнеса будет неконтролируемой и нерегулируемой. Это не может быть решением. Еще одним вызовом мировой экономики называют Брексит. Ожидается, что о планах выхода Великобритании из Евросоюза на форуме расскажет другой дебютант Давоса – британский премьер-министр Тереза Мэй. Среди других спикеров – глава Международного валютного фонда Кристин Лагард. Она примет участие в как минимум 3 панельных дискуссиях о мировом экономическом прогнозе, гендерных ролях и кризисе среднего класса. О мере низких цен на нефть и политике ОПЕК будет говорить министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих. Операционный директор Facebook Шерил Сэндберг расскажет о новых интернет-технологиях и социальных сетях. Уходящий вице-президент США Джо Байден выступит по темам борьбы с раком, правах ЛГБТ и борьбы с безработицей. Украинскую делегацию возглавит президент Петр Порошенко. Он уже прибыл в Давос и на полях форума встретился с китайским лидером Си Цзиньпином, попросив его содействия в мирном урегулировании ситуации на Донбассе. Я счастлив иметь эту возможность встретиться с вами и обсудить очень важные темы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Думаю, это исторический момент. Он происходит в 25-летие наших дипломатических отношений. Я думаю, наши совместные заявления будут очень важны как для Украины, так и для Китая. У Порошенко запланирована широкая программа встреч в Давосе. Однако на традиционный украинский завтрак, организованный бизнесменом Виктором Пинчуком, он не пойдет. Многие участники украинской делегации отказались от него после публикации Пинчуком статьи в Wall Street Journal о необходимости компромисса с Россией. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.